Все, пошла запись. Всем привет! Что ты читаешь? Решила еще раз перечитать Робинзона Круза. Диля, как ты думаешь, что самое важное на необитаемом острове? Пятница? Ну, в смысле, хорошая компания. Нет. Отсутствие каннибалов. Нет. Так, стой, сейчас. Еда, вода. Точно, вода! Ведь без воды человек может прожить только 3 дня. Правильно, вода это настоящий источник жизни. И тема нашего сегодняшнего блога... Классно, я подвела к теме, да? Ага, теперь начнем по порядку. Что мы знаем о воде? Так давай мне планшет. Вода на глобусе и на карте обозначается голубым цветом. Этого цвета на глобусе больше всего, потому что 3/4 поверхности Земли покрыта водой. А еще роса, туман, облака, пар, дождь, снег, лед, иней – это тоже все вода, только в разных формах. Сам человек на 2/3 состоит из воды. Вода нужна полям и лесам. Без нее не могут жить ни звери, ни птицы и ни люди. А еще вода вырабатывает электрический ток. Мы говорили об этом в одном из наших прошлых блогов. Да, как говорится, без воды ни туды и ни сюды. А вот мне интересно, как же вода попадает в небо? Почему идут дожди? А если вся вода скапливается в облаках, то почему они не попадают на нас? Какие-то у тебя детские вопросы? И ничего они не детские. Вот попробуй на них ответить. Ну я точно не помню. Вот видишь? Давай посмотрим ответы на эти вопросы. Тогда давай смотреть. Большая часть запасов воды на нашей Земле собрана в океанах. Солнце нагревает ее, и некоторое количество влаги начинает испаряться и в виде пара попадает в воздух. Растущие потоки воздуха поднимают пар в атмосферу вместе с водой, которая испаряется с поверхности растений и почвы. Пар затем поднимается в воздух, где под воздействием низких температур он превращается в облака. Потоки воздуха перемещают облака по всему миру, а их частицы сталкиваются друг с другом, увеличиваются и падают с неба в виде осадков. Большая часть осадков попадает обратно в океаны или на землю. Грунтовые воды затем впитываются корнями растений и выводятся из листьев испарением. И эта вода продолжает движение. Поэтому, если вырубить леса, ветер не будет дуть с океана, и на суше не будет ни дождя, ни рек. Естественные леса затягивают атмосферную влагу с океана вглубь континентов и создают реки. Чтобы реки текли не пересыхая, необходим постоянно действующий механизм – лесной биотический насос атмосферной влаги, который закачивал бы воду из океана в любые самые удаленные места суши. Подожди возмущаться, сейчас все станет понятно. Тут еще есть видео, которое все подробно объясняет. Тогда давай смотреть. Биотический насос – это механизм, с помощью которого леса создают управляемые ветровые потоки, несущие с океана влагу всему живому на суше. Испарение с поверхности леса более эффективно насыщает атмосферу водяным паром, чем испарение с открытой водной поверхности той же площади. Поэтому, если суша покрыта деревьями, они действуют как насос, тянущий на себя атмосферную влагу с океана. Завершая круговорот, влага выпадает осадками над сушей и возвращается в океан в виде речного стока.
Этот баланс устойчив. Пока леса не начали вырубать в массовом порядке, он существовал сотни миллионов лет. Все великие реки мира – результат действия лесного насоса атмосферной влаги. Но нарушение целостности лесного покрова приводит к изменению направления ветра. Он начинает дуть не с моря на сушу, а с суши на море, что приводит к опустыниванию. Ого, это же здорово! Что именно? Опустынивание? Ты что? Я про то, что леса не только зеленые и легкие планеты, но еще и ее водный баланс. Ну да, в природе все так взаимосвязано. О, я вижу, нас подключились к разговору. Там есть какие-то видеофайлы про наш Кыргызстан. Давай смотреть. У кыргызов есть поговорка «Не будь во главе народа, а будь во главе воды». Вода берет свое начало с горных хребтов, часто покрытых ледниками. Например, с горного хребта Тянь-Шаня, и питает такие реки Кыргызстана, как Нарын, Чуй и Талас. Кыргызстан еще называют водонапорной башней Центральной Азии, потому что почти половина водных источников региона берут начало у нас. Но несмотря на их обилие, Кыргызстан сам сталкивается с нехваткой воды, как для орошения, так и для питьевых нужд. Нерациональное использование водных ресурсов может привести к бедственному положению, как произошло с Аральским морем в соседнем Казахстане и Узбекистане. До усыхания оно было 4-м по величине озером в мире. В 1989 году море распалось на 2 изолированных водоема. В августе 2014 года восточная часть Большого Арала полностью высохла. Экосистема моря погибла. Это так страшно! Мы должны очень ответственно относиться к тому, что мы делаем. Без воды мы все умрем. Да, у нас уже куча лайков и репостов. А сколько комментариев? Плюс нам еще пишут про чистую и грязную воду. Посмотрим? Наш музей открылся на базе лабораторного корпуса факультета управления природными ресурсами Киргизского аграрного национального университета имени Скрябина. Сейчас актуальны водосберегающие технологии орошения, такие как капельное, подпочвенное, дождевание. Кроме этого, цель была это экологическое воспитание детей, подростков, других групп населения республики, для того, чтобы они знали и понимали, как важна для нас вода, как этой водой можно обращаться, как она используется на орошение, как она используется для целей водоснабжения. С помощью вот такой вот лаборатории можно в первую очередь изучить органолептические свойства воды. Это мутность, это цветность, это запах. Вот, например, сейчас у нас набрана вода из нашего крана. Да? То есть вот мы можем сейчас с вами посмотреть, а что же у нас происходит в водопроводе нашего Бишкека. Вот, а питьевая вода хорошего качества имеет водородный показатель от 6,5 до 8,5. Ничего себе, хорошо, что я пью сейчас чистую и безопасную воду. А откуда ты знаешь? Потому что она кипяченая. Все мы с детства знаем, что лучше пить не сырую воду, а кипяченую. Да, мне мама тоже всегда говорит, что пить сырую воду вредно. А если ее кипятить 10-15 минут, то гибнут все вирусы и бактерии. Ой, смотри, 57 человек уже заняты обсуждением. Так давай посмотрим, как еще наши подписчики делают воду безопасной для питья.
Для удаления из воды хлора и взвешенных твердых частиц ее можно отстаивать. Для этого водопроводную воду наливают в большое ведро и оставляют на несколько часов, не перемешивая. Излишки солей из воды можно удалить вымораживанием. Нужно налить воду в посуду и положить в морозильник. При этом сначала замерзает чистая вода, а между кристаллами льда остается рассол. То есть смесь воды и солей. Потом рассол сливают, а чистый лед растапливают. И получается очищенная вода. Также для очистки воды можно использовать фильтр. Его можно сделать и своими руками. В небольшую емкость слоями укладывается хлопчатобумажная ткань или марля, активированный или древесный уголь, песок, а можно и мелкий гравий, и сверху хлопчатобумажная ткань или марля. Через эту емкость пропускаем воду. Потом кипятим ее 10 минут и даем отстояться 45 минут. Такой самодельный фильтр может очистить от 70 до 100 литров воды, а потом нужно собирать новый. После всех перечисленных методов очистки воду можно пить. Воду можно очищать с помощью разных фильтров промышленного изготовления. Сегодня в магазинах есть и системы фильтров, и бытовые фильтры. Каждый может выбрать тот, который ему нравится. Спасибо вам всем большое за такие хорошие советы. Надеюсь, вы их запомнили и сможете использовать, пригодятся. Наши предки относились к воде всегда как к святыне, а изменение климата и загрязнение окружающей среды, бестолковое распоряжение ресурсами может привести к тому, что вода скоро закончится. А как гласит народная мудрость, где кончается вода, там кончается и жизнь. Потому что вода не является из ниоткуда, она просто проходит круговорот. И если все время загрязнять землю и воздух, вода тоже будет все грязнее и грязнее. Давайте стараться беречь воду, ведь каждый из нас может это сделать. Всегда закрывать кран с водой. Не мыться часами в душе. А вообще, каждый должен знать, что он может сделать для сохранения и экономии воды. Пишите свои идеи, будем ждать. Следите за нашим блогом, пишите, комментируйте, присылайте свои материалы. Встретимся на просторах интернета.